Дизайн-студия «Уран» предлагает все виды услуг по созданию интерьера помещений, а также принимает заказы на проекты этнокультурного строительства Тосурага и Тюгюльге. Дизайн-студия «Уран» от идеи до воплощения.僕は東京で生まれまして、それからヤクーツクに来て. Ты в Сибири живешь, да? Я приехал в конце 2013 года. Sir, how to be great every time? Come here! Comeこりゃご飯Лазер еще. 僕は東京で生まれまして、それからヤクーツクに来て12年間ぐらい、こういうダイヤモンドの仕事をしています。僕はね、うちの親が宝石店だったのね、日本でね。で、そういう関係で鑑定士の資格を取って、それからずっと宝石の仕事をしています。Can you hand me the knife? Thanks. We just need a plate. Can someone go get a plate? You know, could I ask you to go get a plate for the meat? Я сначала в Россию приехала, чтобы изучать русский язык. И жила в Москве 3 года, там изучала русский язык. И потом, когда я жила там, короче, немцы отсюда приехали в Москву. Они знакомые знакомых моих в Москве, да. И я им сказала, что я хотела куда-то в другом месте изучать русский язык, более в глубине в России, да. И они пригласили меня сюда, они показали мне фотографии отсюда, и я смотрела, я думала, очень красиво здесь. Я решила приезжать на 2 недели только, и это в 2010 году. Я приехала, и это первый раз, когда я была в минус 35. Это было зимой? Да, ну это в марте. В марте было. Да. И сразу влюбилась в Якутию. Да.
Я приехал в конце 2013 года по учебе. Сейчас учусь в медицинском институте, учусь на врача. Я искал разные вузы, разные города. Например, Улан-Удэ, Иркутск, Владивосток. И больше всех мне понравился Якутск. А что вас первое впечатлило, когда вы приехали сюда уже? К климату я уже был привык более-менее. Но то, что меня сильно удивило, это были цены в магазинах продуктов. Это, да, дороже даже, чем в Москве. И это меня удивило, да. И все началось, потому что моя подруга и коллега тоже, Наталья Базелева, вдруг позвонила в январе этого же года и мне говорит: Фабио, у меня есть очень важное для тебя дело, есть предложение, от которого ты не можешь отказаться. Я говорю: ну, раскрывай секрет, что это такое. И она говорит: ну вот, примерно год назад меня назначили директором филармонии в Якутии. В принципе, да, не только директор, а приказ создавать филармонию, потому что ее не было. И говорит: ну, наконец-то пора после года работы в филармонии создавать симфонический оркестр. И я очень хочу, чтобы ты возглавил оркестр как главный дирижер. И раз. Начинает работать с новым оркестром уже через 2 месяца. Я сказал: ну, Наталья, конечно, спасибо тебе большое, что ты думала о меня, но, говорю, ты понимаешь, что я очень занят, я не знаю, сколько времени я сразу могу делить оркестр. Говорит: не, это не важно, я прекрасно знаю, что ты такой занят дирижер. Говорит: ну, нам очень нужен личность здесь, и очень прекрасный дирижер, который может сразу как-то ставить планку высокую и так далее. Вот и в марте, во второй половине марта 2013 года я летел в Якутск. So, how do we greet every time? Come here, come. Меня зовут Георгий, я преподаватель и сейчас директор своей школы Education in Action. Repeat after me. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning значит доброе утро. How are you? How are you? Fine, thank you. Fine, thank you. And you? Thank you. Странно пахнет и холодно. Я приехал здесь в конце октября 2013 года. Странно пахнет снег, другой пахнет, чем джунгли Африка. Я из Африки. Hello guys, my name is Georg and these are some of my bright students. Say hi. Hello. Hello. So soon I'll be coming to your town and we will be having some fun together. I go to school. I go to school. I meet my friends. I meet my friends. And we all sing. And we all sing. Я смотрю, древние дети надо английский, надо разговаривать вместе иностранных, надо практика. И учитель тоже. А никого там
Все английских школ здесь, более 20. So, я думаю, я почувствую, это моя миссия. Я начнем учить древнее. Первый древнее был в Бердикистях. Гину Кангелас, Тата, Мома, Усталдан, Горный, Валюск, Верхний Валюск, Нюрба, Сунтар, Мирный, Ленск, Olenok, and Anabar. So it's very cold in Anabar. Very extreme, very cool. My dear friends, namaste, happy Diwali. Happy Diwali. Om Jai Lakshmi Mata, Maiya Jai Lakshmi Mata, tumko nis din sevat, Maiya ji ko nis din sevat, Hari Vishnu Vidhata. В Якутии проживает порядка 140 самых разных национальностей. Сегодня мы в гостях у представителей одной из самых экзотичных солнечных стран в мире – Индии. Это семья Давей. Ну и давайте мы вспомним наш предмет встречи. Это праздник, который завтра уже будут отмечать все граждане Индии, да, во всем мире. Этот праздник называется Diwali. Дивали. А что это за праздник? Какая у него история? Можно. This is a festival of light. So we celebrated for our Lord Ram when he came back after 14 years of we call it Vanvas. So when he came home, so everybody in city was enjoying fun and he was just lighting lamps and everything. So it is called the Festival of Lights. So in this festival, we just make some fireworks, we make some lights in home, and we celebrate this like this. तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता. How many people from India live here in Yakutsk? Approximately 67 or 80 or something like that. Yes. In Yakutia, we have a company who makes manufactured diamond because most of the people who are Indian, they are working in our company. 初めて来た時はね、もう仕事のことで頭いっぱいで、あんまりそのレジャーとかね、そういうのは頭になかったのね。でロシア語もよく分からなかったし、まあでも最初の印象はヤクーツクの人とってもみんな心が温かくていい人だなという印象を受けましたね。Good morning. Good morning. How are you? Fine. How was your week? So. Я приехала только тоже, чтобы изучать, более глубоко изучать русский язык. И потом через год я решила якутский язык тоже изучать. И ну вот в это время тоже попросила меня работать в университете, в Северо-Восточный федеральный университет. И я начала там работать, ну, немножко только, в языковом центре. И потом, через 2-3 года, я не помню даже уже, они пригласили меня работать со студентами в английской кафедре. И да, это 2 года назад, по-моему, и да, до сих пор там работаю. Ну, каждый семестр у меня был
больше, чем 100 студентов. А что вы рассказываете вашей семье о Якутии? Я им рассказывал все особенности этого места, обычаи, традиции. В середине года, когда празднуется Исех, и это встреча солнца. У нас в Перу древние жители тоже встречали так солнце. И до сих пор церемония такая проходит, Инти-Райми называется. И тоже так, это встреча солнца, и тоже 23-24 июня это проходит каждый год. То это есть сходство культуры в этом плане. Да. У нас были древние жители, которые относились очень уважительно к природе. И также кормят землю. И даже были такие, как проводили церемонии. В некоторых областях, регионах в нашей стране тоже проводится до сих пор, сохраняется это. Но у нас официальная религия католицизм, поэтому уже как-то со временем перестало быть так распространенным все эти обычаи. И, конечно, нашего замечательного маэстро, заслуженного артиста Республики Саха-Якутия, главного дирижера Государственного симфонического оркестра симфоника Артика филармонии Якутии Флавио Мастранджело. Оркестр буквально через год существования уже гастролировал в Санкт-Петербурге и в Москву. Это чудо, я считаю, потому что год это вообще не срок. Это, и мы, смотрите, уже как-то через год существования уже играли в зале, в концертном зале Мариинского театра. Это вообще, это как сказать, это один из самых важных залов в мире. И очень хорошо играли. Так что это тоже очень важный знак для качественного коллектива. И мы сумели это как-то довольно быстро достигать, этот уровень. Даже какой год? Это мы в Москве и Санкт-Петербурге бывали в декабре. Уже тут же года, это даже не год. Это считанные месяцы, да, это сколько, 6-7 месяцев, вообще просто это не срок. Так что очень быстро, стремительно, но в принципе это условие, которое я тоже ставил, когда согласился принимать позицию главного дирижера, я сказал, ну да, я уже довольно такой известный дирижер, меня проект очень интересен, но мне надо, чтобы все вокруг меня, чтобы было сделано все очень серьезно и качественно, и чтобы люди просто тоже захотели очень сильно достигать высокие результаты и так далее. Вот и, по-моему, мы до сих пор с каждым концертом растем и доказываем, что мы способны играть очень, очень качественно.
я сразу придумал условия, сказал, каждом концерте, который я буду дирижировать в Якутске, хочу, чтобы у меня в программе было как минимум одно произведение местного композитора. И вот и мы до сих пор держим, я держу слово. Это very romantic incident. Я был учитель частной школы. У нас есть один месяц интенсив курс для возраста. На первый урок я смотрю блондинка. She sits in front. Very bright eyes, intelligent, много вопросов, много интеракций. So, and когда месяц продолжит, более разговаривает. И последний урок я дам ее мой Instagram и WhatsApp. Like, начнем все. Следующей неделе смотрит фильм кинотеатр Лена, и потом шоколадница, и потом ЗАГС. Love Yakutia more than I expected. Я думал, я живу здесь только, может быть, 2 года или 1,5. Но сейчас мне нравится здесь. Круто жизнь здесь. Extreme adventure. Что спрашивают про Якутию ваши знакомые, когда узнают, что вы живете здесь? Они спрашивают, где Якутия. И я всегда говорю, ну это в Сибири. И они всегда удивляются, потому что они говорят, ты в Сибири живешь, да? Я сказала, ну да, почему нет? Надо приезжать ко мне, надо. И здесь всегда холодно. Я всегда говорю, нет, потому что когда вот этот раз, когда я уезжала, был плюс 25 градусов. Они спрашивают, как? Я думала, что там всегда холодно. Но нет, это не холодно. Они не верят в меня. The first time when I came here, I was not sure that I will spend so much time here. But after 1 year and 2 years, I like people. People love foreigners, like not the other countries. Even it's very cold, but the people are so lovely. They love each other. They love foreigners. They help them, and that's why I don't know how I spent 4 years, but now I got the reason that people are very lovely here. So they allow foreigners to live here more than more. What does it mean for you, Yakutia? I'm working in Yakutia, so I love Yakutia so much, and it's definitely my second home. Есть какой-то мистический элемент, мне кажется, здесь в Якутии. なんかね、外国と感じなくなってきたっていうのかな。日本も僕の国だけど、ヤクーツクも自分の国みたいな意識になってきましたね。It's a very special place in my heart. I will never forget Yakutsk. It doesn't matter where I'm going from here. Doesn't matter how long I will stay here. It will always be special. В данный момент мой дом. Это удивительное место для меня. Ну, это уже стало как мой дом. Это
почти как родина, но, конечно, Америка это моя родина, да. Но мне очень нравится здесь жить.